охотничий рыболовный сезон заканчивается. Нюансы приличные этого года были. С рябчиками интересно. Весной вроде рябчики нормально было, с рябчиками все было нормально. Какие озабоченные. Это я случайно на их ток, что ли, попал? Целая куча их тут. Вон там бодает. Ну, маленький глухарь под названием рябчик. Что по снегу бегать, что по кустам. Вот дает. Сидит. Видел баню. Во-первых, лето жаркое, сухое, 2 месяца практически редкая капля дождя упадет. На улице плюс 27,7. Для нас ужас как жарко. А болото-то на жаре вся высохло, капли воды нету. На этой косе 5 сантиметров не будет, тут сантиметров 3. Не знаю, что повлияло, но к осени, к сентябрю, что натыкались все одиночные рябчики. Вот это какой-то опытный одиночка. Охота ему в компании, но осторожный, блин. Первый рябчик. Какой-то напряг в этом году с рябчиками. Одиночные. Где выводки? Вот вторая половина октября стали стаи сбиваться. Вон 11 штук стайку. Слушай, сколько ты там в стайке вчера рябчиков-то насчитал? 11. За очень, собственно говоря, ни разу все в одиночку, никаких выводков не сталкивались. Все одиночки, все опытные улетают далеко. А тут слетаться, скорее всего, стали на зиму глядя. Рябчик засинулся, в спину садился. Ружье не взяли. Ну, хоть полюбуемся. Седьмой был. Опа, 8. Летел целый здесь, сел он 10 метров. Опа, 9. Опа, 10. Как думаешь, эта стайка дальше куда-то улетит или где-то может остановиться? Наверное, местные собираются. Я просто по времени смотрю, 40 минут еще светло будет. Я говорю, может, кругаля там вдоль реки дать. Вдруг повезет. Так, пару литров. Что зря пропадать. Ух ты, как далеко стало черпать воду. О, солнце вышло. Надеюсь, не на 5 секунд солнце выскочило. Ну что, Валерий Батькович завалился отдыхать. Я рацию взял, ведро принес. Проверим рябчиков. Так, ну плащ пока не снимаю, потому что хвоя вся в воде. С рябчиками, конечно, в этом году совсем херня. Эта стайка может. Ну не стрельну, хоть сниму. Хвостик нормальный. Ну сейчас пойду вдоль реки. Наткнусь, не наткнусь. Посмотрим, какова удача сегодня. Ну что, рябухи, рябчики, где вы сегодня? Ну что, поехали. Темнеет, фонарик не взял. Это минус. Не хотят.
Практически километр прошел вдоль реки. Никто не порхнул. Куда-то делись эти ребята. Ну-ка, самкой посвистим. Ну что, развлечение закончилось. Через минуту-другую заход солнца и очень быстро стемнеет после этого. Поэтому охоту быстро-быстро кончаем. Полным газом шуруем в избушку. Солнце только что село, то бишь минут 20 ярко-ярко светило. Как капли дождя с елок никуда не исчезли. Так что, ребята, трогать вас нежелательно. Ну, я платье не снял. Бежим домой. Ну и ладно. На нет и сюда нет. Парень в избушку. В этой-то жопе порхнул рябчик с земли. Не пить голову. И куда сел? Хрен его знает. Где-то близко. Для моего глаза прилично темные сумерки. Густые елки. Не могу разглядеть. Густовато и темновато. Один рябчик где-то в этой елке сидит. Где? И тут бурелом. Не подойди. И чащоба. Мелкий ельник. Густой. Поздноватка. На эту стайку нарвался. Я могу застрять. Темно. Они порхали, в деревья стукались. Тоже плохо видят. Сейчас 5 минут задержусь и вообще не выйду. Бегом домой. Что, затемнял? Вообще-то еще светловато, но будет темнеть. Бегу, не то что иду, бегу. Темно уже стало. Я тут в конце своей дороги наткнулся на этих рябчиков. Ну ладно. Я тогда начну варить, наверное. Да, я иду. Хорошо, все. Что-то, Валерий Батькович, светло. Я уже блуждать начал, потерял дорогу. Куда идти? Блин, местность уже незнакомая. Ой, иду назад. Так, вернулся, определился. Это я в сторону совсем ушел. Сейчас возвращаюсь на свою тропу. Главное, ручей успеть перейти, пока что-то да видно. Так, опорные палки на той стороне. Мать моя, помогайте. Ну, Господи, благослови. Мочиться неохота. Мама мия. Учкудук. Хорошо с краю кустик есть и помогает. Ну, добре дошли. Классный ручей. Если так купаться пришлось. А небеса, да, светлые. Что такое? Внизу в лесу ничего не видно. Почти ничего не видно. Можно сказать, я еле-еле дошел. Ты говоришь, о, светло, ерунда. Как? Да, видеокамера у меня небеса как светлые снимает, а внизу уже не может. Я, короче, один раз потерялся. Иду, что-то, говорю, что за не то, абсолютно чужой лес. Вернулся, нашел тропу, по тропе определился и снова.
Короче, там, где густой ельник, там и рядом густые елки стоят, и снизу бурелом, блин. Ну, по крайней мере, 3 рябчика там прям в упор порхали. Я на них почти наступаю, они от меня фау взлетают. Буквально за 2 метра. Они в этой темноте тоже, в принципе, не видят и не хотят летать. Стая не вдоль реки полетела, а вдоль болота. А пока кайфуем в избушке. Да что? Ну это с округи собрались. Ладно, пускай живут и размножаются. Я хотел утром сбегать, но решили домой ехать. Поэтому бог с ним. Нам главное вовремя засветло попасть домой. День короткий, быстро темнеет. Всё. Избушечный сезон на этот год кончаем. Поэтому избушка. А пока Уси над поселком. Ну, где-то точно. Не зря говорят, это Метель где-то там началась. На северо-западе Республики Коми. 21 октября. Прогноз вчера оказался правильным, что будет снегопад. Какая охота рыбалка в такой ситуации. Поэтому мы и домой рванули.